Вот Синихин, Синихе называется по-другому, или Синихин, такой праздник такой есть, чувашский праздник. Это называется Синихин, то есть новый человек появился на свет, новый человек созрел. Это бывает примерно 12-13 июля, летом каждого года. В деревнях собираются молодые, созревшие девушки и мальчики, они начинают петь и плясать, танцевать, и частушки песни петь, благодаря воде, лесам, полям и своим родным и близким, что мы благодарим, от вас мы взяли, так сказать, самую силу, энергию, мы вас пили вашу воду, ели хлеб и так далее, и благодарят, и потом они начинают благословенную, так сказать, благодарственную песню, частушки, и потом пляшут и поют. И потом думают, было бы наши, говорит, будущие наши половины, наши мужья и жены наши толковыми, порядочными людьми. Об этом они мечтают, об этом они поют. Это не просто так вышло, это просто они даже после этого шли к воде, понимаешь, об этом пишет Ибн Фадлан. Ты читал, наверное, это Ибн Фадлан? Он пишет, они, говорит, все догола раздевались, парни и девушки. Парни вот так в группе, а девушки в другой группе, около речки, где-то купались прямо в обнаженном виде, чтобы они могли друг друга видеть, понимаешь, друг друга видеть, оценить, и потом только влюбляться и жениться, и выходить замуж или жениться. То есть, как они наглядно видели, кто кого берет замуж, какого выходит замуж, и так далее, и так далее. Они чисто в обнаженном виде себя показывали. А при этом старики там сидели в стороне, играли на музыке и наблюдали все этот процесс, что был, все спокойно, и что было без всяких событий. Вот, понимаешь, как было? Это об этом пишет даже Ибн Фадлан. А кто, говорит, нарушал, это такой мирный обычай. Тех очень сильно наказывали. Приглашали, говорит, Ибн Фадлан пишет, одну ногу с одного дерева, другое, это бы ногу другого дерева, сказать, человека, и распускали дерево, сказать, они, дерево разрубал, как бы, на две части этого человека. Начали, загибали дерево, потом их приглашали, и потом разрубали. Значит, наказывали, пришел вроде. Так что это все было не зря, было все по необходимости. Вот. Все эти праздники, это просто, сейчас это превратили, как бы, это просто пустая церемония. Вот. А сейчас это вовсе не церемония, это была необходимость, строгая необходимость.